Есть. Вот она. Вот она. Дмитрий, с ним я общался, с ним. Вот он красавчик. А? Бара. Камера поддержи. Кудря, вот я его. Это он взял вот только что. Ну вот так вот, друзья, поймали мы в палаточке. В палаточке взяли. Ну вот, друзья, вот ради такого стоило сюда ехать. Вот такой вот красивый, такой экземпляр красивый взял. Вот, посмотрите, хоть и небольшой, но это ленок, друзья. Вот, да, как вы все знаете, это ленок. Мне его удалось поймать, сидя в палатке. Ребят ходили снаружи рыбачить, но я как истинный патриот палатки, я был уверен в том, что я смогу его поймать и здесь. Вот. Мне удалось это сделать, как вы все видели. Даже ребята удивились. Дмитрич, наверное, в шоке, просто в шоке. Да? В большом шоке. В большущем шоке просто, что я, сидя здесь, в тихушку, одного, молча, да, выловил этого прекрасного экземпляра. Вот. Сегодня только Костян отличился, и я. Поэтому, ну, мужиков еще все впереди, да, Дмитрич? У вас еще все впереди. Поэтому скоро мужики нам, наверное, чувствую, дадут просраться. Вот. Ну, а я поймал вот такого красавца. Еще раз напоминаю вам, находимся на горной речке. Вот. Какой красивый его, пятнистый. Вот. Они сейчас уже встали, мы так предположили, да, Дмитричем? Уже вяло берут очень. Я вот успел заснять даже момент, как она тихонько так подошла и взяла. Втихаря, да. Вот. Такая вот рыба. Сработала вот такая вот блесенка. Это серебряная блесна. От Уру, да, но форма атом уже. Вот. Это Моисей сам изготавливал. Я вот сидел, смотрел в камеру и видел, что плыл ленок на течении. И взял сразу. Сначала он взял, я потянул, он ну как бы ударился о край льда и ушел. Зашел Дмитрич, начали мы тут с ним что-то разговаривать. Я смотрю, он краем глаза, он опять приплыл. И раз опять быстро включил, и подсечка и попалась. Вот насадку леврох, бокоплавание. Хороший карандаши взял. Сейчас возьмем. Ленок, оказывается, подошел. Друзья. Дмитрич поздно говорит. Я поздно координат. Сам, говорит, поздно увидел. Давай. Иди сюда. Устакта бар быть черный. Иди сюда. Он не сидишь. Иди сюда. Будь тоже дядя черный. Немножко так вот, ага, как бы так. Вот. Митя, Бетератюре держу. я будет бадда. Бира там гордо кальяна. Щука подошла, друзья, теперь. Огромная щука просто. Карандаш. Огромный карандаш. Маркер заходит. Маркер, ребята, маркер ходит. Щука подошла. Но она что-то постояла и ушла. Иди кинять задрать.
И бытует хиба, лаха это. Не-не-не, это снизу подплыл. Бала. Так, плывет по ходу щука. Судя по форме тела. Ну да, так и есть. Посмотрим, как она заинтересуется. Хорошая щука. А, уходит. О, только среагировала. Но там еще ленок с ней ходит рядом. За ней. За щукой. Хотелось бы, чтоб ленок взял. Эх, ушел ленок. Щука осталась только паразитка. Ну давай, давай, хотя бы ты, хотя бы ты. Хотя бы ты. Причем щука и ленок почему-то вот трутся вместе. Вот это вот я не совсем понял прикола. В данный момент вот рыба поплыла, да, вот в сторону Дмитрича, ребят в палатке. Ну, наша блесна ее как-то не заинтересовала. Вот это удар. Ага. Заходи, заходи, дорогой. Фу. Подняли вот. Вот такая вот агрессивная щука была. Прям, фух. Красиво получилось, конечно. Красивейший просто кадр. Как она налетела с такой прям агрессией. Я ее несколько раз так раз ее она так мимо хоп. Ну потом уже дал ей взять, конечно. Вот. Красопетка. Отличная. Просто
размерами щука. Такая вот красотка. Вот. Так, друзья, мне стало интересно просто, как же будет на течении играть 24-граммовый шад быстрого погружения. Вот такой вот Real Natural, натуральной окрасочки. Вот. Фирма Изуми. Давайте проверим. Данные шадики вы знаете, что есть на сайте клёвая-рыбалка.рф. Скоро лето, они как бы летние, но я их получил зимой, поэтому приходится тестировать в зимнее время года. Давайте попробуем с погремухой, причем такой вот. Ну и посмотрим просто хотя бы на игру. Опускаем. Ну что сказать, стоит на течении, супротив течения, колышется, колышется. Так, Дмитрич пришел, щука приплыла, вон сюда плывет прямо на нашу, на маленькую эту мою мормышку. Ага. Мормышка, да. Щука плывет. Сейчас, наверное, возьмет. А там дорога стоит. Нет, она идет прям прямым ходом, прям идет. Хочет схватить. Фиг-то там. Размечтался. Размечтался одноглазый. Шада, да? Давай. Ну, сейчас шада опустим ему. Посмотрим, как он на шада отреагирует. Теперь на камеру начал залупаться. Игрался, который кусался. Где эта штука? Оглушатель. Ну что сказать, друзья. Шад это вполне рабочая такая зимняя приманка. Она как летняя оказывается, так и зимняя. Вот я сейчас опустил. Сразу видели сами, что щука схватила. Пришла вообще за моей мормышкой, но хватит ей дарить мормышки. Вот, подбросили ей, конечно же, натуралочку. Она схватила. Вот, а так до этого промелькнули сишки. Я, конечно, хотел сишков подманить, но они по фарватеру там ходят, как и линки, в принципе. Вот, поэтому, друзья, здесь нужно думать. Да, сейчас идем обедать, нас зовут обедать. Придем, займемся дальнейшим расширением Дмитрича лунки. Ну и Дмитрич, думаю, тоже будет рыбачить. Да? Да. Так, сходили, поужинали, или пообедали, или то ли поужинали, то ли пообедали. Пообедали. А, это был все-таки обед, да? Обед тут все часто. Ужин. Пообедали. Вот, сейчас быстренько подкинем дровишек. Дмитричем пришли в палатку рыбачить. Пока рыбы нету никакой, поэтому Активности. да.
Активности никакой нету. Поэтому в камеру палим. Пока что сидим. Как только появится активность, сразу камеру вытаскиваем и будем рыбачить, да? Итак, друзья, сегодня у нас гости в палатке. Костя пришел. Вот. Михаил. Ну, с Михаилом, да, вот Михаил здесь не видно его. Сейчас Костя пришел. Шапка мешает Михаил. И сейчас мы ему, Косте я уже давал, календарик дарил, но оказывается наклейки моей нету, упущения. И поэтому мы ему дарим вот такую наклеечку, вот здесь вот она появится сейчас. И также календарик. Ну, все, теперь передаем Косте слово. И, как сказать, в связи с этим, ну, хочу подарить подарок вот коллегам, можно сказать, Так. по рыбалке. Ага. По рыбалке. Да, да. Так, небольшой подарок. Я тоже занимаюсь там железом. Ну, всякие разные фигурки туда-сюда. Ну, много чего Ну, делаю. мы можете знаем, посмотреть. что ты делаешь печки и В Инстаграм можете конструкции. посмотреть мои работы. Инстаграм Кости будет здесь в описании. Здесь вот появится и в описании. Давай. Так, А также еще у него YouTube канал же, да? Сегодняшней серии снимаешь и Ну, туда сегодня- будет, да? Да, с сегодняшнего Всё. дня уже. Так что, друзья, заходите, подписывайтесь. Инстаграм. Это я, Хаямрам. Хочу вам подарить вот такой небольшой подарочек. Видите, ножик? Конечно. Ну, я это хотел упаковать, чтобы как бы нормально целости, сохранности довести. Угу. Хрупкое что-то, да? Не хрупкое, но может попортиться. Ну, Ну вот. тогда коробку не Ну, надо этого. Ага. Она нам пригодится, чтобы обратно Вести. вести. Хочу подарить вот такие обереги. Хараскал, ну, по-якутски. Это оберег от глаз, ну, если перевести так, получается. Катылак карахтан карастыр и мыди. Угу. Ну, это как бы у всех есть свои поверья. Так. Ну, и у нас тоже, соответственно, есть. И поэтому вот, как сказать, чтоб, ну, всякие хейтеры все равно есть. Ну, как бы это. И вот по национальным, как бы, обычаям тоже. Хочу подарить вот такие Спасибо. Спасибо, Костя. харскалы. Спасибо огромное. Это обязательно такое надо. А, Угу. вот такой также черного цвета есть. Угу. Вот это единственный черный я подарю. Спасибо, спасибо. Клевая рыбалка. Вау, нифига, он сколько килограмм весит-то? Ну это железный. Ну. Антивандальный называется. Но я по идее не хотел вести, но как бы там дарить тоже это не будет интересно. И вот Михаилу тоже. Спасибо, слушай. Спасибо. Блин, ну такие, знаешь, такие нормальные такие. Можете повесить А как, на как, дверь. куда, за что вешать? На дверь. Ну, вот эти дырки заклепки, где? по идее, легко удаляются. Можно вот эти заклепки просверлить, и вместо этих можно саморезы или там красивые Вот такие она. гвозди. Да? А, это как А бы вообще двойной. куда правильно их вешать вообще? Какой вверх, вниз где? В смысле, имеет в виду? Ну, вот так ставится, вот так. Вон, на полу так. Все, понял. Ага. Как бы Северюк. X. Не запар просто курдук. Вон рыбы, как будто рыбки. Вот эти. По бокам. Мы балык курдук. Как будто рыбы. Центру. Блогер видно же, вон, сразу видно, что рыбак. Блогер рыбак, вот видно, видите? Мастер наш. Ну, На рыбу похож. Я даже не заметил. отлично, спасибо, Костя. Так, ну все, вот Костины подарки вот такие вот. У нас, конечно, поскромнее, но
Вот. Ну давайте это обратно уложим в коробку и увезем все так же, как и привезли. Можно на дверь, можно на стену, ну, куда захотите. Так. Вот так. Ну это не только лично от меня, это от моей семьи тоже Хорошо. подарок. Спасибо. Они тоже смотрят. Ты лазером режешь, да? Плазма. Плазма? Так, друзья, пока ничего не видать вообще на дне. Абсолютно ни одной рыбы. Это как бы нас не огорчает, потому что у нас есть глаза. Мы знаем, что рано или поздно рыба приплывет все равно. Вот, сейчас наша задача главная подстроить нашу приманку под нас. Так, щук нам хватает, друзья, поэтому от щук мы будем сегодня просто гуманизируя, так сказать, избавляться. Гуманически. Так, ее даже и не видно, да? То есть блесна моя опустилась. В камеру ее не видать. Где она там? Есть подозрение, что немного не туда смотрит камера наша. Так, друзья, показалась рыба на горизонте. Судя по приближающемуся силуэту, по всей видимости, это опять у нас зеленая. Она неспешно плывет сюда. Ой. Сейчас что-то будет. Почему-то она, друзья, проплыла. Мимо проплыла абсолютно. Так, вновь подошла щука. Взяла. Сейчас попробую ее вытащить. Как-нибудь аккуратно. Не травмируя, так сказать. Подождем, пока она успокоится, чтобы аккуратно взять ее. Ну что сказать, друзья. Сработала резина. Взяли мы ее вот на такую мормышечку. Вот такая красопеточка. Вот пошла вторая щука. Начинает ходить. У них сейчас линька зубов, я так полагаю. Из этого они берут, вот нападают на
всяческие мелкие приманочки вроде этой. Ага, то есть она уже увидела, что тут какая-то вот мелочевочка плавает. Надо ее съесть. Ну вот это вот уже покрупнее особь плавает. Такая хорошая такая, знаете ли. Размер-то не маленький. И она прямо у поверхности льда. Давайте я сейчас пониже опущу. Попытаюсь ее пониже опустить. Так, что у меня с мормышкой? Почему она не играет подобающим образом? Потому что ее порвали, как тузик грелку. Ну еще бы. Огромная щука клеванула на нее. Быть может, опустить блесну. Щука никак не реагирует. Ни на блесну, ни на мормышку огромная. Так, по всей видимости, это хозяйка этого места, потому что уж довольно она вальяжно так плавает. Самоуверенно. И, наверное, без зубов, судя по всей видимости. Раз так относится к приманкам, которые я ей подкидываю, безразлично. Смотрите, на ней присутствуют следы зубов, вот, на щуке. Все, отпускаем восвояси, пускай ступает. Обратно в свою родную стихию.
Вот. Щук подошла та, которая агрессивная. Ого, она направляется к нам прямиком.